Добрый день, дорогие гости нашего эфира, дорогие наши подписчики. С вами я, журналист «Кактус Медиа» Бермет Уланова. Сегодня мы говорим на очень важную тему, которая касается туберкулеза. Дело в том, что туберкулез в Кыргызстане излечивается довольно успешно, но это лечение очень длительное и создает какие-то неудобства для пациентов и врачей. Поэтому мы будем говорить о том, как сделать лечение туберкулеза удобным для пациента. Сегодня с нами в гостях Эмир Замирович Джумалиев, специалист проекта USAID «Вылечить туберкулез». Добрый день. Также с нами Нурджамал Болотбековна Мамытова, директор Нарынского областного центра борьбы с туберкулезом. Здравствуйте. Айгуль Карабековна Сыдыкова, директор Токмакского городского центра общей врачебной практики. Айгуль Карабековна. Также с нами сегодня пациент, вылечившийся от туберкулеза, Сергей Владимирович Некрасов. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Туберкулез – это проблема всего человечества, о которой мы знаем на протяжении многих лет. По последним данным, в год умирает от этой болезни около 1,5 миллиона людей. В то же время туберкулез довольно успешно лечится, и мы будем сегодня говорить о том, как это лечение сделать удобным для пациента. Предлагаю начать наш эфир сегодняшний с выступлением Адемина Каратаева, директора Национального центра фтизиатрии. Мы сейчас ждем видео, пока оно началось, смотрим видео. Сегодня не только в туберкулезе, но повсеместно в здравоохранении главный акцент ставится на самом человеке, пациенте. При этом мы должны обращать особое внимание на три вещи. Во-первых, это доступность медицинской помощи, то есть насколько пациенту легко ее получать. Во-вторых, это качество медицинской помощи. И в-третьих, это ее эффективность. Только при наличии этих трех составляющих мы можем говорить об улучшении положения пациента. Благодарю всех, кто досмотрел видео, остался с нами. Мы продолжаем нашу дискуссию, точнее, мы ее только-только начинаем. Начнем, наверное, с выступления Эмира Замировича. Мой первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, как проводится лечение туберкулеза в Кыргызстане? Спасибо, Бермет. Здравствуйте еще раз, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Хотел бы сказать, что в Кыргызстане на сегодняшний день имеется два вида лечения туберкулеза. Это стационарное и амбулаторное лечение. Стационарное лечение, как вы уже, наверное, знаете, это лечение, когда пациент находится в госпитале, в больнице, в стационаре. Чаще всего пациенты лечатся в стационарных условиях тогда, когда пациент является заразным для окружающей среды и получает лечение. После того, когда пациент уже становится безопасным для окружающей среды, такие пациенты выписываются для продолжения своего лечения домой, то бишь они продолжают лечение в амбулаторных условиях. Это когда они находятся у себя дома, посещают группу семейных врачей, центр семейной медицины и получают препараты непосредственно у медицинского сотрудника. Вот широкое применение в нашей стране получило амбулаторное лечение. Вот расскажите, пожалуйста, почему пациенту удобно лечиться в амбулаторных условиях? Наверное, дело в том, что амбулаторное лечение, оно, во-первых, удобно для самого пациента. Почему? Потому что пациент, когда находится в амбулаторных условиях, то есть лечится у себя дома, он может посещать работу, учебу, то есть после того, когда ему дают разрешение, да, медицинские сотрудники. То есть пациент находится в окружении своей семьи, своих родных и близких, которые тоже, в свою очередь, могут помочь пациенту психологически и так далее. И это для пациента удобно. Почему? Потому что пациент, когда находится в стационаре, мы с вами знаем, что наше население такое, что когда один из наших родственников госпитализируется в стационар, что мы делаем? Мы должны приготовить ему еду, привезти ему в больницу, да, то есть это обратно же какие-то экономические затраты, это трата времени и так далее. Когда пациент находится
дома, в кругу семьи, то и эти моменты тоже, само собой, разрешаются. Поэтому, я думаю, не только в Кыргызстане, но и во всем мире на сегодняшний день амбулаторное лечение пациентов с туберкулезом намного, так сказать, преемственнее, чем стационарное лечение. Спасибо большое, Эмир. Напомню, сегодня с нами пациент, который благополучно излечился от туберкулеза, Сергей Владимирович. Расскажите, пожалуйста, как вы заболели туберкулезом и после этого как было организовано ваше лечение? Ну, туберкулезом я заболел сначала, у меня, как всегда, вот температура, кашель появился. Я начал пить таблетки от кашля, от температуры, но они мне не помогли. У меня аппетит исчез, пропал. И я стал чувствовать, что я худею. И где-то это в течение 10 дней у меня происходило. Вот я обратился в больницу, сделал флюорографию и выявили у меня туберкулез. После этого я сразу же лег в больницу. Вот. В больнице пролежал 4 месяца, и все, у меня анализы, все нормально, я стал безопасным, и я выписался домой на амбулаторное лечение и проходил лечение амбулаторно дома. Вот. Мне удобно было прийти в больницу, выпить лекарства и домой. Вот. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Здесь, наверное, будет, кстати, дать слово Нурджамал Болотбековне. Расскажите, пожалуйста, Нурджамал Болотбековна, как обеспечиваются основные принципы лечения туберкулеза при амбулаторном лечении? То есть длительность лечения, непрерывность, комплексность, контролируемость. Да, самое главное в лечении туберкулеза – это основные принципы, это непрерывность, контроль за лечением и, конечно же, длительность. И чтобы соблюдать все эти меры, значит, со стороны как Министерства здравоохранения, так и Национального центра при поддержке там различных проектов создавались разные меры. На сегодня, например, работает электронный регистр больных. То есть до того, как больной поступит на первичную в амбулаторную сеть, сведения о нем уже там известны. То есть это говорит о непрерывности. И работает транспортная система, которая обеспечивает препаратами. То есть до того, как больной поступит на амбулаторное лечение, он уже будет обеспечен препаратами. И эта же транспортная система помогает ему, значит, проводить обследование. То есть если больной, допустим, не может поехать, то у него берут анализы, и транспортная система доставляет его анализы, значит, в областной центр или там в районный центр. То есть вот так вот обеспечивается работа на амбулаторном этапе. Эмир Замирович, пожалуйста, вы можете чуть-чуть добавить про вот минусы и плюсы вот такого лечения, контролируемого, амбулаторного, с точки зрения пациента, потому что, как я понимаю, пациент должен ежедневно посещать больницу, чтобы взять дозу лекарств на сегодняшний день. Завтра он идет снова, потому что на завтрашний день лекарства ему сегодня не выдают. Здесь как бы контролируемость идет, это хорошо, но очень неудобно для пациента. Да, совершенно верно. Спасибо за вопрос. Конечно, для пациента это, по отношению к пациенту, это, можно даже сказать, не совсем правильно, не гуманно, когда пациент ежедневно в одно и то же время приходит как уже Сергей Владимирович выше сказал, в центр, где выдают препараты, да, то есть центр семейной медицины или группа семейных врачей или ФАПы. Ну, пациента элементарно может быть нету средств для того, чтобы туда добраться. То есть вы понимаете, да, что это, если он живет там за 3, за 4 километра или за 5 километров, он должен ежедневно тратить средства для того, чтобы попасть туда, принять противотуберкулезные препараты. Может быть такое, что пациент работает, да, и тот график, когда он должен приходить за препаратами, не совпадает с тем графиком, где он работает. И, конечно, это очень неудобно по отношению к пациенту. Или, может быть, у него другое состояние пациента, может быть, состояние поражения со стороны позвоночника или каких-то суставов, костей и так далее, когда ему физически трудно передвигаться.
Вот. И, конечно, с этой стороны можно сказать, что это, ну, такой минус того, что вот этого лечения. Но то, что оно должно быть контролируемо, это само собой правильно. Почему? Потому что пациенты, как уже выше сказали мои коллеги, это лечение должно быть длительным, да. Если мы можем сегодня ангину обычную вылечить там за 5-7 дней, то туберкулез, как мы знаем, сегодня лечится не одним препаратом, а нескольким, и лечится длительно, то это должно быть обязательно контролируемо. Почему? Потому что пациент может прервать лечение, забросить лечение. Когда ему станет легче, пациент может подумать, что он уже вылечился, и от препаратов могут быть возникать какие-то нежелательные явления. Поэтому это лечение должно быть обязательно контролируемым. И благодаря USAID уже с 2017 года в амбулаторном этапе лечения в помощь пациенту есть такие альтернативные методы контролируемого лечения, это как общественные помощники, видеоконтролируемое лечение. Общественные помощники – это когда родственники или знакомые пациента забирают препараты в ЦСМ и приносят пациенту домой. Это может быть даже сама эта медсестра или какие-то знакомые или родственники, для того, чтобы пациенту было удобно. Вторая альтернатива – это когда пациент может через видеосвязь, через доступ к интернету, через видеосвязь созваниваться с медицинским работником и обратно же получать, то бишь принимать свои препараты у себя дома. То есть не каждый день ходить в пункт приема противотуберкулезных препаратов. Спасибо, Эмир. То есть, получается, пациент находится под постоянным кураторством медиков. Это, безусловно, создает эффективное лечение, но при этом неудобное, да? Вот здесь вопрос к Сергею Владимировичу. Вот с какими трудностями вы столкнулись в ходе лечения, вот ежедневные походы в медучреждения и прочее, что было неудобным для вас? Неудобно было, когда иногда по времени не совпадало. Вот, или маршрутки не было, бывало задерживался, или бывало позже приезжал, не вовремя за лекарством. А так, в принципе, все было удобно. Вот только единственное, да, вот по времени иногда бывало несовпадение. Да, но и несовпадение по времени создает массу неудобств для вашей жизни, для работы, для каких-то других мероприятий, вообще в целом, чтобы вести полноценный образ жизни. Да. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Здесь, наверное, будет уместно дать слово Айгуль Карупековне, потому что это человек, который непосредственно сталкивается с этим в своем рабочем процессе. Какие вот примеры из сегодняшней практики вы можете привести и почему? Да, давайте на этот вопрос сначала ответим. Спасибо, Дамир, что предоставили слово. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, как уже было сказано выше, сегодня, значит, подходы лечения, принципы лечения туберкулезных больных с каждым годом усиливается, улучшается, и для того, чтобы качественно сегодня преподнести, чтобы было получать лечение и для больного, и для медицинского работника, сегодня нами делается система здравоохранения все для того, чтобы достичь положительных результатов. Как руководитель Центра семейной медицины, Центра общей врачебной практики, я сегодня могу сказать о том, что амбулаторный уровень намного... Карупековна, можно чуть громче? Вас очень тихо слышно. Громче. Амбулаторный уровень полностью передано лечение пациентов на амбулаторный уровень для дальнейшего беспрерывного лечения, контролируемого лечения семейными медсестрами и семейными врачами. Сегодня для того, чтобы она контролировалась и не прерывалась, вот начатое самое со стационарного лечения, мы, конечно же, должны создавать условия пациенту для того, чтобы условия, чтобы ему было удобно. Для этого нами создаются более гибкие графики медицинского работника, чтобы, когда пациент подошел, он не ждал, не отвечал, ни в очередях не стоял, чтобы подошел, принял свое лекарство, отметился, отчитался врачу о своем состоянии и ушел к себе домой.
Вот. Карбековна, вот длительное лечение такое, оно очень, скажем так, нагнетает психологическое состояние человека, потому что вот изо дня в день ходить за препаратами, изо дня в день там сдавать какие-то анализы, быть постоянно, скажем, прикованным к одному месту, он не может даже уехать куда-то из города или из местности, где он живет, потому что вот нужно каждый день ходить в больницу. Кроме этого, сама болезнь, эти препараты же имеют какие-то тоже воздействия на психику человека. Это все, скажем так, влияет на психологическое состояние пациента. Вот скажите, пожалуйста, насколько важна психологическая поддержка пациентов? Конечно. Психологическое состояние пациента для нас очень важно. Именно мы сегодня каждый день должны трудиться, работать и поддерживать. Учитывая все те положения, которые вы сейчас мне перечислили, мы с учетом всех моментов, чтобы проконтролировать непрерывное лечение, мы сегодня создали для пациентов такие условия, которые может, находясь и дома, под разным причинам не может каждый день присоединиться, нам дали разрешить с помощью общественных помощников и семейных медсестер выдавать общественным помощникам. Вначале было на 7 дней, а теперь и на 14 дней можем выдать. И под онлайн-связью контролировать прием каждодневных препаратов. День, как больной его принимает. Наша важная задача, что помощь общественных помощников сегодня настолько работу в медицине намного облегчила, намного укрепила. И то, что остается больной у себя на дому и под контролируемым лечением, это пациенту тоже устроило. У нас, например, на сегодняшний день у нас имеется 10 таких больных, которые мы на расстоянии наблюдаем, держим связь и поддерживаем их лечение. При этом каждый раз психологическое состояние пациента – это очень важно. Мы сегодня должны уметь показать о том, что туберкулез – это излечим, и то есть дело за медицинскими работниками не стало. Сегодня стало медицинские работники, они все обучены, имеют подходы, как нужно лечить, как нужно подходить. Сегодня нам остается большая задача только работать с пациентами на таком уровне и понять, что сегодня туберкулез излечим. И психологическая поддержка каждодневного приема, конечно, остается за нами. И над этим мы работаем, каждодневно усиливаем, чтобы достичь положительных результатов. Спасибо большое, Айгуль Карабековна. Здесь я хочу сейчас попросить Эмира Замировича чуть-чуть добавить про общественных помощников. Вот мы много сегодня говорим про общественных помощников, про их влияние на жизнь пациентов, чтобы сделать это все удобным. Вот кто может выступать общественным помощником? Выплачивается ли им зарплата? Что делает общественный помощник? Почему это делается? Вот про это расскажите, пожалуйста, Эмир. Да, спасибо за вопрос. Хотелось бы сказать, что это, как уже мои коллеги сказали выше, это очень удобно для пациента. Как выяснилось, это удобно и для медицинских сотрудников. Как мы знаем, наши коллеги с первичного звена, то есть с амбулаторного уровня, у них очень много работы, они заняты не только туберкулезом, но и основными другими заболеваниями. Поэтому, чтобы тоже им работу как-то облегчить, на сегодняшний день общественные помощники очень хорошо зарекомендовали себя. Почему? Потому что общественным помощником на самом деле может выступать любой человек. То есть мы сейчас говорим, что это может быть родственник, это или отец, мать, брат и так далее. Но на самом деле общественным помощником может выступать любой человек. Это может быть сосед, это может быть его друг. Но при определенных условиях, да, что общественный помощник берет на себя обязательство того, что он и в снег, и в зной, и в дождь будет давать каждый день пациенту препараты. Общественный помощник обязательно должен сохранить конфиденциальность о диагнозе данного пациента, да, чтобы это не разглашалось никому. Также общественный помощник берет на себя некоторые обязательства того, что он будет выполнять всю работу, которую говорит ему медицинский сотрудник. То есть как давать препараты,
в какое время давать, как отслеживать за тем, принял ли препарат пациент у себя дома или нет. То есть, по сути, это такой человек, который является связующим звеном медицинского сотрудника с пациентом. И есть еще один такой момент, что общественный помощник, он не берет плату, то есть это абсолютно альтруизм, это общественный помощник, у него нету зарплаты, ему не выплачиваются никакие деньги за то, что он эту работу выполняет. Поэтому чаще всего как общественного помощника чаще всего это те люди, которым не безразличен тот человек, который болеет. То есть это родственники и так далее. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какие меры были приняты в противотуберкулезной службе в 2020 году в связи с пандемией? Как я понимаю, вот эти общественные помощники, прием препаратов через видеоконтроль, мне кажется, это очень было полезным в этот период, когда город весь закрыт, и люди не могут за хлебом выйти, не то чтобы еще за препаратами идти в магазин. Ну и плюс человек болеет с туберкулезом, у него и так ослабший организм, тут еще дойти до больницы, подхватить, не дай бог, ковид. Да. Вы абсолютно правильно все сказали. В 2020 году у нас возникло, как уже все, наверное, знаете, у нас пошел рост заболеваемости по ковиду, и, конечно, это отразилось не только на пациентах наших, но и на вообще системе здравоохранения, потому что наши коллеги с первичного звена, то есть которые работают в ЦСМ, ГСВ, их полностью работа была сфокусирована на выявлении и лечении пациентов с COVID-19. Такие заболевания, как туберкулез и, может быть, другие заболевания, к сожалению, отошли на второй план. И, конечно же, наши пациенты тоже, в свою очередь, остались без того внимания, которое было до этой пандемии. В связи с чем Министерство здравоохранения и Национальный центр фтизиатрии, они подписывают приказ о том, что пациентам на руки можно давать препараты не на 7 дней, а даже на 14 дней. Почему? Потому что вы уже выше сказали, что пациент не мог добраться до пункта выдачи препаратов. У нас не то, что пациенты не могли добраться, у нас не могли врачи добраться до своих рабочих мест, потому что везде стояли блокпосты, вы прекрасно об этом знаете. И для того, чтобы процесс лечения пациента никак не обрывался, Министерство здравоохранения и Национальный центр фтизиатрии выпустили приказ о том, что пациенту можно выдавать препараты на 14 дней. Но это я хочу обратить ваше внимание, это было с учетом того, что это будет контролируемое лечение. То есть обратно же, благодаря тому, что наша страна еще с 2017 года, благодаря USAID, начали использовать такие альтернативные методы контролируемого лечения, как общественный помощник и видеоконтролируемое лечение, это нам помогло в 2020 году вдвойне, потому что наша страна уже до этого использовали эти методы. И когда этот приказ с Министерства здравоохранения и НЦФ, Национальный центр фтизиатрии, вышло, то наши коллеги с первичного звена, они уже знали за эти методы. И они спокойно, не так сильно болезненно перешли на эти альтернативные методы контролируемого лечения. Да, получается, здесь Минздрав с помощью проекта USAID сыграл на опережение. То, что было опробовано до, принесло большую пользу во время пандемии, иначе не знаем, как это все могло бы происходить, вообще что могло бы быть. Была бы очень критичная ситуация. Там нужно было процесс обучения, как этим пользоваться, кто такой общественный помощник и так далее. А так как наши коллеги об этом уже знали, то есть нужно было просто спустить приказ сверху, а работа пошла в таком же ракурсе, то есть она сильно не сбивалась. Да, это очень радует. Спасибо большое, Эмир Замирович. Айгуль Карабековна, добавьте, пожалуйста, пару слов. Как это помогло пациентам? Вот, как уже коллега сказал, именно во время ковида наши те условия, которые были созданы на первичном уровне здравоохранения, они, конечно же, усугубились. До этого у нас бесконечные процессы, обучающие процессы о методах альтернативных лечения, именно тогда дало результаты о том, что мы можем сегодня так внедрять и работать. И тогда мы убедились, что эти методы, оказывается, помогут нам и достичь наших результатов. Во время ковида, как уже было сказано, настолько было не то, что приходить нашим больным,
Нам просто на месте начали уже по WhatsApp, по онлайн-связи связываться с больными и посещать только тех больных, которых не было интернет-связи. К нам приходили работники, волонтеры, но в основном мы лекарства давали под роспись, под подпись именно общественным помощникам, а зачастую это являлись их близкие родственники, друзья, соседи, которые брали ответственность, что они будут контролировать и с нами держать связь. И такой пример, такой методика мы уже на себя уже опробировали. Я сегодня считаю, что такой метод надо внедрять, и это намного облегчило задачи наших семейных врачей, семейных медсестер. Поэтому методы альтернативы мы принимаем как самый большой подход, один из важных моментов в лечении наших сегодняшних пациентов. Спасибо большое, Айгуль Карабековна. Вот как нам рассказал Эмир Замирович, Айгуль Карабековна, это очень эффективный путь решения вопроса был. Я предлагаю сейчас нам посмотреть видео медработников, как они рассказывают, как решали эту проблему на местах. Давайте посмотрим видео. Когда вот эта пандемия усилилась, там блокпосты были все, везде поставлены. По приказу нашего НЦФ мы давали препараты на 14 дней. Мы давали общественным помощникам, да. Раньше некоторые приходили самостоятельно в фельдшерский пункт принимать препараты. Но так как невозможно было это делать, мы к ним тоже представляли этих общественных помощников, вынужденное положение. Да? То есть у них есть свои бланки, где они, естественно, каждый день заполняют. Пациент пьет под контролем общественного помощника, и они вот эти отметки, бланки, они представляли к концу месяца. В основном связь у нас поддерживалась по телефону. Во время обеденного перерыва мы только тогда успевали звонить и контролировать. Они нам звонили, потом вечером когда уже все, рабочий день заканчивается, мы уже с каждым индивидуально общались. В основном видеорежим. Помощники приходили к нам и по счету забирали лекарства. Мы их консультировали по телефону, объясняли, когда, в какой день им приходить за следующей партией лекарств. Сначала мы лекарства выдавали на 7 дней, а позже стали выдавать на 2 недели. Без общественного помощника вообще нельзя будет. Это очень нужно, если это будут родственники, это будет бабушка, родители, это очень хорошо, когда помогают. Потому что он вылечивается, он вовремя принимает лекарства, он вылечивается, он не оставляет, не забрасывает лечение. Вот в этом, самое главное, в этом же вопрос, чтобы постоянно, регулярно лечился. Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни нашей, в том числе и на жизнь пациентов с туберкулезом, как мы говорили выше. И сейчас я хочу задать пару вопросов Нурджамал Булатбековне. Какое негативное влияние оказала пандемия на ситуацию с непрерывным контролируемым лечением туберкулеза в мире и в Кыргызстане? Ну, как выше уже говорили мои коллеги, оно, конечно, оказало свое влияние в плане того, что больные не могли добраться до места лечения, не могли прийти вовремя за препаратами. Точно так же и медицинские работники не могли добраться до больных. Ну и в это время пришло на помощь вот эти вот альтернативные методы лечения. Если до ковида эти альтернативные методы лечения у нас широко еще не использовались, то ковид уже научил нас пользоваться и видеоконтролируемым лечением, и стали привлекать общественных помощников. Ну и еще одна была проблема в том, что, мне кажется, не только больные туберкулезом, а вообще все наше население просто-напросто стало бояться обращаться к медикам. Вначале, если вы помните, все говорили, если пойдем к медикам, то нам поставят ковид и госпитализируют в больницу. В дальнейшем уже потом люди сами начали обращаться, наоборот, стали проходить рентген-обследования подряд, кому надо, не надо. Вот.
Но в то же время все силы были отданы на борьбу с ковидом, и такие болезни, как, например, туберкулез, они остались в стороне. Вот я думаю, что на сегодня, несмотря на то, что статистически у нас больных туберкулезом стало меньше, вроде бы, казалось, на самом деле в больницы к нам поступают больные с большими процессами. Это о чем говорит? Это говорит о том, что туберкулезные больные все еще находятся среди населения. То есть они просто остаются невыявленными или выявленными не вовремя. К тому же под маской ковида, возможно, шли еще и больные туберкулезом, я так думаю. Потому что на сегодня к нам в стационар поступает, и у них из анамнеза выявляется, что они получали лечение по поводу пневмонии. И вот встает вопрос, была ли там пневмония или был туберкулез. То есть вот такое вот негативное влияние идет ковида именно на туберкулез. И вообще во всем мире идет, что вот туберкулез, видимо, поднимет голову. Если даже не в этом году, через год, через два, возможно, будет уже вспышка туберкулеза, если мы сейчас не будем принимать какие-то меры. Да, сейчас не только в Кыргызстане, во всем мире идут предположения о возможном росте туберкулеза в будущем, потому что в прошлый год было очень мало выявленных случаев в связи с пандемией. Также, Нуржамал Болотбековна, второй вопрос к вам. С какими трудностями при оказании медицинской помощи пациентам с туберкулезом столкнулись медработники во время пандемии? Но это, опять же, было связано с ограничениями движения. То есть медицинские работники не могли вовремя попасть на место работы, не было транспорта. Сами на работе мы старались обеспечивать, допустим, транспортом своих сотрудников. Но если взять первичную службу, то это же работа на ФАПе, на ГСВ, и там больные находились, может быть, даже где-то там в сарае пасли, скажем, овец, там еще где-то там. Просто айтқанда сарайда жүрүштү, малбага жүрүштү, это же летом было. И вот добираться было тяжело, вот такие вот трудности были. Но несмотря на это, какие-то меры принимались, предоставлялся транспорт со стороны организации, со стороны руководства, то есть пытались решать эти проблемы. И одно из этих было то, что, допустим, даже выдавали на руки, тем больным, которым доверяли, выдавали на руки уже препараты. Потому что там не было возможности, допустим, общественного помощника рядом не было. Нету интернет-связи. Как мы знаем, если видеосвязь, то это обязательно должен быть интернет. А у нас в некоторых селах даже интернета нет. Вот такие вот проблемы были. Но все это старались решать. Нуржамал Болотбековна, вот мы выше с Айгуль Карабековной говорили про психологическую помощь пациентам. В условиях ковид повысилась потребность в психологической помощи в разы, или она осталась такой же? Нет, она, конечно же, повысилась, потому что у людей появился страх не только туберкулеза. Если раньше туберкулез считался какой-то такой болезнью, заразной, то теперь к нему присоединился и ковид. Естественно, психологическая помощь больным была нужна. И, в общем, со своей стороны мы старались предоставить такую помощь. Разговаривали, беседовали с больными. Допустим, у нас на базе нашего стационара открыли дневной стационар, и я вот замечала, что люди иногда приходили с какими-то симптомами, начинаешь с ними разговаривать, проверять, а оказывается, это просто психологическая реакция. На самом деле человек был здоров. То есть были и такие больные. Такие больные были и среди наших больных. То есть туберкулезом болеет, и он думает, что у него ковид, например. То есть приходилось им тоже помощь оказывать. Такая же психологическая помощь потребовалась и самим сотрудникам, медицинским работникам. И здесь к нам тоже на помощь приходили проекты, например, с проекта ПРООН специально были наняты психологи, с которыми мы онлайн проводили эту работу. Они работали как с нами, так и с больными, например. То есть такие работы велись. Они нужны были, и до сих пор они нужны. Да, пандемия нас всех заставила еще раз обратить внимание на проблемы врачей, на их вклад в нашу жизнь. И вот то, что врачам приходилось еще и в роли психолога выступать перед пациентами, это еще раз подтверждает о том, насколько работа медиков значима и важна в нашей жизни. Сейчас я предлагаю посмотреть нам еще одно небольшое видео про то, как врачи поддерживают пациентов с туберкулезом. Больной длительно лечится. Некоторые заболевания за неделю, за 2 недели же проходят.
А этот больной устойчивый к лекарству, лечение длительное. Поэтому терпение должно быть и семейного врача этого больного. Вот поэтому мы только не ограничиваемся давать лекарственные препараты. Но мы должны еще с ним беседовать, что тревожит, чем мы можем помочь, как можно так, чтобы больной не бросал лечение. Мы считаем себя врач, помощник и друг этой семьи, чтобы этот больной открылся, чтобы прошел успешное лечение. И надо это наше внимание. Да, мы психологическую поддержку уже делаем. Например, к бабульке я не скажу, что каждый день хожу, но в месяц один раз хожу. Вместе с медсестрой делаем обход, хвалим. Вот, где-то неделю назад мы были у бабушки последний раз, похвалили ее, потому что она вес начала прибавлять. Красивая стала более, да, уже не такая бледная. Мы смотрим на обстоятельства. Если пациент нуждается в постельном режиме, носим лекарства ему домой. Лекарства мне в поликлинике дают по специальному требованию. Я беру их и сама отношу своим пациентам. Они каждый день до 28 таблеток в день могут принимать. У нас желудок сводит даже от одной таблетки, а у них их вон сколько. Это очень тяжело, и это надо понимать. Приветливо встречаем, как вы сегодня, как спали, как настроение. Поговорим о его делах, проблемах, и только потом не спеша начинаем прием лекарств. Я всегда говорю, мы не спешим. Пусть таблетки хорошо усвоятся организмом. А так, давай быстрее, у меня дела, так нельзя, только хуже будет. Пациент вообще может отказаться от лекарств. К нам они приходят уже в депрессии, поэтому даже если у тебя самой нет настроения, надо им уделять внимание. Вместе смеемся, вместе плачем. И так, пока они полностью не вылечатся. Спасибо большое, что посмотрели видео, что остаетесь с нами. Мы продолжаем нашу дискуссию о том, как сделать лечение туберкулеза более удобным для пациентов. И сейчас, мне кажется, самое время дать слово нашему пациенту, излечившемуся от туберкулеза, Сергею Владимировичу. Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, насколько были удобны те меры, которые были приняты в связи с пандемией для лечения туберкулеза? Ну, удобно было тем, что выдавали на руки лекарства под присмотром близкого человека, это матери. И я спокойно дома выпивал, спокойно делал свою домашнюю работу, никуда не ходил, не приходилось ждать маршруты, не приходилось до врача добираться, когда массовое скопление и с детьми, и без детей. В общем, вот этим мне намного было удобно. Да, вы избежали, получается, дополнительного риска заразиться на пути в больницу коронавирусом. Да. К сожалению, в этом году, как и в прошлый период этого года, в прошлом году снова растет статистика заболеваемости коронавирусом. И вот в связи с этим я хотела бы спросить у Эмира Замировича, в условиях нынешнего роста COVID-19 продолжается ли применение введенных в прошлом году мер? Да, все, что себя хорошо рекомендует, все, что закрепляется, во-первых, с положительной стороны по отношению, во-первых, к пациенту и к медицинскому персоналу, обязательно должно иметь место существовать дальше. Поэтому на сегодняшний день те меры, о которых мы говорим, альтернативных, да, это общественного помощника и видеоконтролируемого лечения, на сегодняшний день продолжается. И мы видим, что уже готовы мы готовы к тому, что произойдет рост, мы готовы к тому, что ковид никуда не уходит. Даже когда ковид немного начал нас отпускать, то у нас были все-таки случаи выявляемости, да, то есть не было такого дня, когда с июля мы вообще не выявляли коронавирусной инфекции, да, то есть какие-то случаи все равно были. И поэтому
эти меры альтернативного метода контролируемого лечения, они продолжались и будут продолжаться. Почему? Потому что они себя зарекомендовали, еще раз повторюсь, как удобный метод как пациентам, так и для наших медицинских сотрудников. Поэтому, я думаю, мы будем продолжать работать в таком ракурсе. Спасибо, Эмир Замирович. Вопрос к вам и ко всем сегодняшним нашим гостям. Вот какие выводы были сделаны из вот этих введений, которые были раньше, помогли нам во время коронавируса с пациентами с туберкулезами. В общем, какие выводы были сделаны и что планируется? Эмир Замирович, включите микрофон, пожалуйста. Да, я думал, кто-то из коллег хочет первым начать. Ну ладно, я тогда скажу о том, что, как я уже сказал выше, эти методы на сегодняшний день будут использоваться. Нам нужно теперь обратить внимание, я хотел бы обратиться не только к нашим коллегам из первичного звена, коллегам по части фтизиатрии, но я хотел бы еще обратиться к пациентам, потому что я уверен, что вас слушает очень много людей, видят, смотрят. При возникновении симптомов, которые уже Сергей Владимирович выше нам описал, да, это температура, это появление кашля, нам надо заострить свое внимание о том, что да, это может быть коронавирусная инфекция, но мы не должны забывать о том, что это может быть и туберкулез тоже. Как уже Нурджама Балбековна сказала выше, в 2020 году мы выявили не совсем нужное количество пациентов с туберкулезом сравнительно с 2019 годом. Мы понимаем, что это из-за того, что вся работа была брошена для выявления лечения коронавирусной инфекции. Но те пациенты, которые не были выявлены в 2020 году, я имею в виду пациенты с туберкулезом, они вот сейчас начнут выявляться. И поэтому я бы хотел обратить внимание нашим коллегам еще раз и сказать о том, что при появлении пациентов с симптомов, характерных для туберкулеза, а симптомы, характерные для туберкулеза, они характерны для коронавирусной инфекции. Обратить внимание на туберкулез, потому что вот они сейчас начнут появляться. И те пациенты, которые мы не выявили, давайте выявлять сейчас, брать их на лечение, потому что туберкулез никуда не ушел, он остался среди нашего населения. И еще раз присоединяюсь к словам Нурджама Балбековны, нам надо максимум усилий бросить для выявления туберкулезной инфекции. Поэтому хотел бы обратиться и населению тоже. Если вы заметите в себе симптомы, такие как кашель, может быть, даже сказать похожие симптомы на коронавирусную инфекцию, не забывайте о туберкулезной инфекции, пожалуйста. И если есть возможность, если вы проверяетесь на метод коронавирусной инфекции, подумать о туберкулезе тоже. Может быть, там и не коронавирусная инфекция, может быть, там сидит и туберкулезная инфекция. Спасибо. Да, лучше перебдить, конечно, чем недобдить. Нурджамал Балбековна, вы тоже добавите, да, пару слов? Да, я хочу сказать, что COVID, мне кажется, научил нас всех и дал понять, что здоровье – это дело каждого, что каждый человек, он сам должен быть ответственным за свое здоровье. И еще один из выводов, который лично я сделала для себя и вообще говорю другим, что раз в год каждый человек, который заботится о своем здоровье, должен проходить флюорообследование. Если вы помните, это было у нас в советское время. Мне кажется, сейчас такое время, когда раз в год каждый человек обязан пройти. Потому что флюорообследование, он выявит не только коронавирус, не только туберкулез, но и какие-то онкологические, может быть, проблемы, какие-то гриппозные заболевания, то есть любые проблемы. Я бы призвала наше население быть таким сознательным и проходить раз в год обследование. Угу. Спасибо большое, Нурджама Балбековна. Айгуль Карбековна, вам слово. Спасибо. Ну, напоследок хочу все вышесказанным добавить от себя, что дальше должны продолжать работать, держаться, не падать духом,
какой ситуации мы не оказались, но наши пациенты должны быть вылечены, и они должны понять и знать, что сегодня хороший результат – это не только усилия врачей, но и помощь этих общественных наших помощников и самого больного. Самое главное – это призвать всех к приверженности. Ну, а по поводу того, что, может быть, выскочить большой подъем туберкулеза, не дай бог, конечно, но в связи с коронавирусом, что не бывает, то иногда говорим, что это к лучшему, то большой процент сегодня, хотя и метод рентгенологический не считается при выявлении туберкулеза первичным, я хочу сказать, что много процентов поставленных прошли сегодня рентген-обследование легких. Я думаю, заодно, кроме коронавируса, мы увидим этот туберкулез и никогда не забросим. То есть мы помним об этом, что может и произойти вот такой вот казус о том, что мы обращали на коронавирус, но забыли туберкулез. Мы сегодня над этим весь персонал первичной стационарной службы будем стоять на страже. Спасибо вам, что вы сегодня пригласили, чтобы мы могли выразить свою работу, и вы узнали о том, что в каком ракурсе мы сегодня работаем и как поставлена работа сегодня для того, чтобы мы не пропустили туберкулез. Да, большой поклон врачам, которые постоянно занимаются этим ежедневно с пациентами, своими медработникам, которые курируют своих пациентов, не дают им забросить лечение. Также мне хотелось бы отметить вклад этих общественных помощников, как мы выяснили в сегодняшней дискуссии, что это могут быть близкие люди пациента, которые заинтересованы в том, чтобы он излечился от туберкулеза. Это те же мамы, папы, жены, мужья, друзья, братья, сестры, соседи даже. Это люди с большим сердцем, которые хотят своему близкому человеку добра, чтобы он жил, был здоров. Я очень рада, что у нас есть такие люди, неравнодушные к своим близким. На таких людях держится, наверное, весь мир. Спасибо им большое. Я надеюсь, что практика общественного помощника в Кыргызстане будет развиваться и помогать дальнейшим пациентам с туберкулезом излечиться, потому что благодаря достижениям медицины эта болезнь сегодня излечивается полностью. Но для этого нужна большая поддержка пациента, как психологическая, так и физическая, чтобы общественный помощник мог уделить время ежедневно своему подопечному, сходил за лекарствами, принес, проконтролировал, все это записал в график. Также мы нуждаемся в том, чтобы врачи были сильны и оставались также на страже здравоохранения в стране. Большое вам спасибо. И вдобавок к этому у нас есть еще одно видео благодарности пациентов, которые излечились от туберкулеза. Давайте включим видео и посмотрим его. Просто я не знаю, еще не встречал такого врача, который, как сказать, чтобы относился, пришел, спросил, ответил и ответил, все, иди дальше лечись, да. Нет, я не знаю, может в моей жизни так совпадало, что нету таких врачей, которые отворачиваются. Ни разу мне не попадалось, чтобы врачи отворачивались. Врач, как сказать, они объясняют эту болезнь, и просто если ее не лечить, к чему это приводит. И все, и, как сказать, что становится легче, и начинаешь и лечиться. Рахмат. Спасибо медикам за поддержку. Они всегда говорили: «Байке, лечитесь, и тогда вылечитесь». Большая благодарность. Сейчас, слава богу, у меня все хорошо. Я очень благодарна медицинским работникам. Совсем плохо мне было. Ничего есть не могла, похудела, ослабела. Молодец, врач в райцентре определила болезнь. А потом наши сельские девочки-медсестры 3-4 месяца каждый день носили лекарства мне домой. Такое отношение очень вдохновляет. Спасибо большое, что посмотрели видео.
Я очень рада за наших пациентов, которые вылечились от этой болезни. Я надеюсь, что у них будет в дальнейшем все хорошо, что они будут живы-здоровы. Также хочу поблагодарить гостей сегодняшнего эфира. Спасибо за то, что уделили время, рассказали нам про эту очень важную тему. Я очень надеюсь, что лечение туберкулеза в Кыргызстане станет намного удобнее, чем оно было. И это уже первые большие шаги, которые мы сделали, которые спасли наших пациентов во время коронавирусной пандемии. Благодарю всех за то, что смотрели наш эфир, слушали наших гостей, были активны. Спасибо большое. На этом мы прощаемся. И хотелось бы еще в конце отметить то, что в это воскресенье, первое воскресенье июля, в Кыргызстане отмечается День медработников. Поздравляю от имени «Кактус Медиа», от имени наших гостей сегодняшних, медработников Кыргызстана с этим праздником. Я надеюсь, что у них будет мир, будет спокойно, будет свое здоровье, чтобы уделять внимание, время, помощь пациентам. Также хочу, чтобы у них была достойная зарплата, хорошие возможности, удобства для работы. И в конце я хочу дать слово нашим врачам, поздравить своих коллег, попрощаться с зрителями. Айгуль Карбековна, давайте начнем с вас. Пользуясь случаем, спасибо, Бельмет, пользуясь случаем, я хочу поздравить с наступающим праздником всех медицинских работников Кыргызстана, кто бы где бы ни находился сегодня, к великому сожалению, что целью поправки своих экономического положения наши сильнейшие медики ушли за пределы нашего государства, и все-таки, невзирая, поблагодарить наших медиков, которые сегодня остались служить нашим пациентам, продолжают работать. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. С праздником, дорогие медицинские работники, с наступающим. Спасибо большое. Нурджамал Болотбековна. Да, спасибо за такую возможность. Я хочу поздравить своих коллег с наступающим праздником, пожелать всем здоровья, семейного благополучия, и чтобы у нас в стране было спокойно. Самое главное – мира на земле. Если в народе будет спокойно, ты у нас спокойно будет. И чтобы к следующему празднику мы, как обычно, праздновали наш праздник, а не было таких ограничений. Вот чего я хочу, потому что нам этого сейчас действительно не хватает. Вот раньше праздник мы собирались, встречались, сейчас этого нет, к сожалению. Встречаемся вот так онлайн. Я хочу, чтобы у нас вот этот вот период прошел, чтобы мы все это пережили и встречались офлайн. Всем здоровья. Да, к сожалению, многие врачи сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом. Я надеюсь, что вскоре пандемия закончится, и врачи будут иметь возможность встречаться и с пациентами, и с коллегами, и с близкими своими офлайн, как и все кыргызстанцы. Вам слово, Эмир Замирович. Да, спасибо за такую возможность. Хотел бы поздравить всех наших медицинских сотрудников с наступающим праздником. Пожелать, во-первых, наверное, тоже здоровья. Почему? Потому что мы сегодня видим, что наряду с пациентами врачи, к сожалению, выбывают из своей работы из-за коронавирусной инфекции. И когда ты видишь эту статистику, что в одном стационаре вчера 2 врача заболели, сегодня 8, и ты понимаешь, кто же тогда будет лечить пациентов, если все наши врачи заболеют. Поэтому хочу пожелать вам, мои коллеги, крепкого здоровья. Оставайтесь в строю, на передовой, как мои коллеги уже выше сказали. Хочу вам пожелать терпения. Это на сегодняшний день очень актуально ввиду нашей сегодняшней ситуации по коронавирусной инфекции. И сказать, чтобы в воскресенье мы отпраздновали, а в понедельник были в строю обратно. Спасибо большое, Эмир Замирович. Сергей Владимирович, благодарю вас, что приняли участие в сегодняшнем эфире. Если хотите, можете пару слов сказать тоже своим лечащим врачам и другим врачам. Я с удовольствием добавлю спасибо врачам за медицинскую помощь. И спасибо большое за то, что я жив, здоров и невредим. Выздоровел. Благодарю. Спасибо огромное.
Вам спасибо за участие в сегодняшнем эфире. Также спасибо всем нашим гостям и подписчикам, что были с нами весь этот час. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Берегите себя, пожалуйста, потому что статистика коронавируса растет. Нам всем необходимо сейчас беречь себя и своих близких и избегать контактов. Всем пока. До свидания.